Пьеса «Моя жизнь. Театр». Главное действующее лицо – Оринов Вячеслав Николаевич. Режиссера иногда сравнивают с источником творческой энергии, лучи от которого расходятся во все стороны – к актеру, к драматургу, к зрителю. Режиссер – это точка пересечения времени, поэтической идеи. Это призма, собирающая в один фокус все компоненты театрального искусства. Собирая все лучи, преломляя их, призма становится источником радуги. Вячеслав Николаевич Оринов родился в селе Поймашкино Красночитайского района. В 1979 году получил диплом Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. В 1989 закончил режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского. С 1979 по 2005 годы работал актером Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. В 1986 его назначили главным режиссером и художественным руководителем театра. Вячеслав Николаевич работал преподавателем в Чувашском государственном университете имени Ульянова и художественным руководителем актерского курса в Чувашском государственном институте культуры и искусств. Нужно отметить, за годы работы актером в театре юного зрителя Вячеслав Николаевич сыграл более 25 ролей. Вячеслав Оринов – заслуженный деятель искусств Чувашии, победитель конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес» в номинации «Лучший спектакль года» за постановку пьесы «Три сестры» Чехова, лучший спектакль года для детей за постановку комедии «Недоросль» Фанвизина, создал чувашские игровые художественные фильмы. Неизменный успех Вячеслава Николаевича – достойная награда за многогранный, щедрый талант и безграничную любовь к профессии, за значимый вклад в развитие искусства и культуры в Чувашской республике. Добрый вечер, дорогие дамы и господа!
У каждого из нас есть свои любимые праздники, особые даты, но наиболее ярчайшим праздником для нас, конечно же, является юбилей. Не секрет, что жизнь человека течет как река. С возрастом мы чувствуем быстротечность времени, неспешно переворачиваем странички памяти, оглядываясь в юность, детство, зрелые годы, акцентируя моменты на определенных событиях и памятных датах. И эти даты не забываются. И как приятно отметить юбилей в кругу любимых друзей, по-настоящему близких и родных людей. Сегодня атмосфера в зале невероятно теплая. Сегодня большой праздник, юбилей Вячеслава Николаевича Оринова. И эти аплодисменты звучат для вас. Дорогой Вячеслав Николаевич, вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием как яркий, талантливый режиссер, человек, наделенный обостренным чувством своего долга и предназначения. Сегодня к вам на юбилей пришли те люди, которые хотят поздравить вас от всего сердца и высказать добрые пожелания и слова благодарности за ваш огромный вклад в развитие культуры и искусства в Чувашии. Мы хотим выразить огромную благодарность министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константину Геннадьевичу Яковлеву, который является инициатором идеи создания этого юбилейного вечера. А сейчас я хочу предоставить слово председателю Комитета Государственного совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеславу Викторовичу Рафинову. Берегач, добрый вечер. Вячеслава Николаевича я давно знаю заочно, как артиста театра юного зрителя, потом как режиссера. По крайней мере, фамилия Оринов на слуху всегда была. Я это говорю, в отличие от многих, немножко не очень близкий к искусству. Но последний год мы с ним часто вместе бываем, на мероприятиях бываем, и я скажу, самое трудное выступать после него. Я ему и самому об этом говорил, но часто так бывает. Сначала он красиво выступит, а потом я, врач-анестезиолог, который привык к тому, что у меня пациенты молчат, спят. И вот я ищу слова, как бы ближе к нему быть, вот, но не получается пока в красноречии. Дорогой и уважаемый Вячеслав Николаевич, я от себя, от депутатов Государственного совета Чувашской Республики вас поздравляю с вашим днем рождения. Я думаю, юбилейная дата это должно быть не больше, чем половина жизненного пути. Я вам желаю этого, желаю здоровья, дальнейших успехов в работе, в творческой деятельности, чтобы ваши выпускники, ваши студенты радовали также своими успехами. И хочу вручить почетную грамоту Государственного совета Чувашской Республики. Постановлением Президиума Государственного совета Чувашской Республики Оринов Вячеслав Николаевич награжден почетной грамотой Государственного совета Чувашской Республики. Спасибо вам за то, что вы такой есть, за то,
то, что мы радуемся, вот, глядя сначала на вас, как на артиста, вы нас радовали, сейчас, потом как режиссер, и, я думаю, еще долго будете радовать уже своими учениками, но и Министерство культуры, он очень серьезное направление курирует, и я уверен и вижу, что он успешно справляется со своей работой. Еще раз вам спасибо. Уважаемый Вячеслав Николаевич, мы так просто вас с этой сцены не отпустим. Мы хотим предоставить вам слово. Аплодисменты. На самом деле для меня это некий сюрприз получается, потому что обычно режиссер от начала до конца все знает. Я ничего не знаю, и поэтому сейчас то, что ведущие, мои дорогие артисты, мои ученики предоставили мне слово, но я что-то должен сказать, конечно же. Во-первых, большое спасибо, Вячеслав Викторович, за награду. И хочу сказать, что на сегодняшний день вы, дорогие друзья, уважаемые коллеги, чувствуете, насколько высокое внимание главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, правительства Чувашской Республики к культуре и искусству Чувашии. И поэтому, как было сказано, курирую профессиональное искусство, учреждения, образовательные учреждения, детские школы искусств, но теперь еще добавилось и народное творчество, то есть это вся республика. Ну, мне легко, я вам честно скажу, мне легко работается по одной простой причине, потому что профессия обязывает. Режиссер – это и идеолог, и философ, и, конечно же, это организатор. В первую очередь, наверное. Поэтому, почему многие, наверное, задавались этим вопросом, почему же работающий, играющий тренер вдруг пошел на чиновничью работу? Очень просто, потому что долгая жизнь в искусстве, культуре убедила меня в том, что каждый человек должен быть на своем месте. На своем месте. И особенно, конечно, в этой чувствительной области, которая называется культура и искусство. Мне со всеми писателями, поэтами, художниками, артистами, режиссерами много не нужно говорить. Я с полуслова понимаю все. И поэтому когда Константин Геннадьевич Яковлев, министр культуры, предложил эту должность, я согласился. Согласился, чтобы помочь коллегам, чтобы наша культура и искусство дальше развивалось. И я по мере сил и возможностей стараюсь и буду делать все, что от меня зависит. Ну, всем большое спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. Но вроде бы Константин Геннадьевич подошел, Николай Федорович. И спасибо, Константин Геннадьевич. Ну, такой сюрприз вы для меня сделали. Это действительно сюрприз, потому что какая-то другая постановка была у меня. Ну, много еще я буду говорить, и поэтому завершаю. Спасибо всем большое. Буду слушать. Слово предоставляется министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Константину Геннадьевичу Яковлеву. Вячеслав Николаевич, дорогая дорогие друзья, уважаемый Вячеслав Николаевич. Да, действительно, сегодня может быть такой необычный день.
суетливый день. Очень суетливый, особенно для министра. Ну, я не говоря уже о Александре Николаевиче. Но, тем не менее, он очень радостный. Впечатлительный день. Потому что сегодня я вам хотел сказать, это такой небольшой творческий вечер, Александр, для вас. Спасибо. Я хочу сказать спасибо нашей команде. Действительно, у нас команда сильная. Хочу сказать спасибо всем нашим учреждениям, особенно культуру, всем театрам, которые сегодня сделали нам праздник славянка для вас. Еще раз я хочу сказать, что вот эта команда, она мощная команда, дух, который у нас в коллективе есть. Я вот каждый день вот чувствую, наверное, вы также работаете в этой команде. Я особенно вот чувствую, что у нас прекрасные вот коллективы в наших театрах, учреждениях, учебных заведениях. Я просто каждый день восхищаюсь. Конечно, нелегко. А кому нелегко, так ведь? Но вот сравниваясь сейчас во всех визитах, поездках, другие регионы, города, сегодня вот Михаил Васильевич об этом постоянно говорю, рассказываю, я говорю, все-таки какие же мы молодцы. То, что мы сегодня сохранили, несмотря на все вот эти проблемы, которые существуют во всем мире, в России, где угодно. То есть мы сегодня двигаемся вперед, только вперед. У нас нет никаких мыслей право, лево, мы видим цель, а цель у нас одна. Цель всей нашей команды – это созидать. Созидать будущее. А вот Вячеслав Николаевич, ну, как сказать, вот корабль есть. Корабль не может быть сам по себе, без команды. Вячеслав Николаевич является одним из этой корабли руководителем, который, как сказать, как маяк, где министр, может быть, недопонимает, как говорят, да? Вячеслав Николаевич, я думаю, подправлять может, подсказать. Это очень важно. А министр тоже, он не может все знать. И когда рядом есть такие надежные, как Вячеслав Николаевич, конечно, правое там плечо, левое плечо уже оно уверенное, то я делаю какие-то решения правильно. Это мне тоже хочется сказать сегодня. Что я сегодня могу сказать? Огромное пожелать, конечно. Что еще нужно? Он еще только у него начало вот этапа новой жизни. Конечно, он человек вообще большой буквы творчества. Интеллигентный человек, очень вы все знаете. И хотел бы сказать, всю жизнь он практически посвящает именно театрам, творчеству, режиссеру и много-много. И, естественно, вот сегодня, я думаю, он, ну, как сказать, делает, может быть, даже больше, чем режиссер. Больше приносит, наверное, пользу все-таки нашей республике, народу частному. Вот. Это не просто фильм. Он сегодня создает, ну, целую вот эпоху развития нашей культуры. Поэтому, Слава Николаевич, хочу сказать, вот перед всеми друзьями, коллегами нашими, вам пожелать здоровья. Главное, это, я думаю, здоровье. Вот. То, что остальное, у нас все прибывает, оно бывает. А если у человека есть здоровье, и главное, как всегда я всем желаю, вот, это хорошие, надежные друзья рядом и близкие люди. Когда вот, чувствуешь, что у тебя тыл, это дом, хозяйство, скажем, друзья, коллектив, надежный, да? Это все. Остальное все это чепуха. Это только радость человека созидать и творить, и работать. Вот я думаю, у вас вот это все сегодня есть. Поэтому перед вами большое море. Вот. И вы должны, как на этом корабле, плавать и плавать, искать неизвестное, необычное. А впереди у вас еще много открытий, которые вы, как сегодня сказали, вы даже еще не знаете. Поэтому что мы пожелаем ему сегодня? Этот прекрасный творческий день, как созидателю. Хорошей дороги, хорошего плавания и найти свою звезду в жизни. У вас они есть, но я думаю, еще их. А звезд бывает очень много. И человеку всегда хочется много звезд. Так ведь? Поэтому ищите, у вас еще много.
сегодня очень приятно мне вручить такие прекрасные вам цветы. Да. И там где-то, наверное, есть счастье. Желаю вам спасибо. Спасибо большое, Константин Иванович. Дорогие друзья, я честно скажу, мы работаем с министром в согласии, и я всегда поражаюсь его идеям, его видению развития нашей отрасли, и всегда готов вместе плыть на одном корабле далеко-далеко. Спасибо. Для поздравления мы хотим предоставить слово депутату Государственного совета Чувашской Республики, президенту Чувашского национального конгресса Николаю Федоровичу Угаслову. Вячеслав Николаевич, Изегля Тусен, Сената Берин Баянки Кась, Вячеслав Николаевич творчество Кась, Дельбер, идеи Лемля, где Салмусл Кась, Вячеслав Николаевич Берин Жемпулин, где Берин Сиренберин авторитет, Вячеслав Николаевич Урдегор, Остония, авторитет, когда Хальсиндуна, практика, Дельбер, Мендюхля, Байгуна, Камбул Загнай Слемень, Вячеслав Николаевич, всякась, тогда с Дебергут, Ырлах, Сырлах, Телей, Году, тогда Сенерен, Десенен, Думазнада, Сирен Байгур, Маллада Пролевула, Пролежанбек, тогда Чуваш Халагижен, Чуваш Республики Жен, Россия Жен, тогда Нумай, Вырысен Думала Будар. Я билен, Вячеслав Николаевич Берле, тогда Мажик Бурде Берле, Жанбек Берле был запирен, хужим тогда все бутер, или Берле, Пурмалаек, Саунис Кубалдар, Тире Тебергот, Паяню я тебе, Тиндререн, Керули Салам, Мембур Тивар Синден, Мембур Регион Тивар Синден, Керули Салам. Тогда мы все. Но я это взял, никто сказать, платите, директор Сагильден, Тазре. Помощник Федоровича, как отварного земли, Сиренный Галмам Дораду. Передня Чуваш улыбесем Пулна, Пур Пулащине. Паяги Чуваш улыбесем Бривол Николай Федорович Угаслов. Адерхана Давно Спасибо вам, Уважаемый Вячеслав Николаевич, вы человек слова и дела, а потому ваше имя широко известно не только в нашей Чувашской республике, но и за ее пределами. Многие знают, что, обратившись к вам, встретятся с пониманием, доброжелательностью и компетентностью. Примите наши самые искренние поздравления. Пусть день рождения и эта праздничная встреча в вашу честь подарит вам радость и отличное настроение. Творческий подарок от Чувашского государственного театра оперы и балета. Русский танец из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. На сцене солисты театра оперы и балета Алексей Юмин и Ангелина Мишарина.
всем временным участникам. Вячеслав Николаевич, пусть работа на высоком посту приносит вам большую радость. И все начинания пусть исполняются и высоко оцениваются руководством. Желаем вам всего самого хорошего, самых высоких творческих достижений и надежных друзей. Примите самые искренние поздравления от Русского драматического театра, сцены и спектакля «Венецианские близнецы» Карла Гальдони, режиссер-постановщик Владимир Алексеевич Красотин. Забитый час я жду, хозяйка не появляется. Я к вашим услугам. Все, что прикажете. Кто вы? Я служу в этом доме. Скажите вашей хозяйке, угодно будет появиться или мне лучше уйти? Что? Я сейчас же пойду и позову его сюда. А я знала вашего брата. Да. Он был очень деликатный муж. Значит, вы его знали маленький? Наоборот, большим и толстым. Моего брата? Меня? К вашим услугам, сеньор. Простите, что заставила вас ждать. Наоборот, я могу считать себя счастливым, что вы удостоили чести быть в вашем обществе. Вы все еще помните о расчете? А почему это вас так интересует? Это меня интересует, потому что вы слишком дерзкие. Моя дорогая, в этих случаях надо уметь держаться. Но в этих случаях необходимо быть благоразумным. Вы правы, я больше так не буду делать. А вы? Вы меня любите? Вы так хороши, грациозны, нежны, что надо быть каменным, чтобы не полюбить вас. А чем вы можете доказать свою любовь? Я понял. У меня тут есть кое-какие украшения. Я хочу, чтобы вы себе что-нибудь из этого выбрали. Я с огромным удовольствием приму эти украшения и буду хранить их как знак вашей первой доброты. Какая милая скромница. Она даже не заставляет себя просить. Но скажите, а вы не хотите каким-либо другим знаком убедить меня в вашей верности? Ах, она хочет раздеть меня до нитки. У меня тут есть немножко денег. Если хотите, я их вам отдам. Нет. Деньги вы можете отдать отцу, я же денег не беру. Значит так. Девочка торгует с собой, а отец сидит за кассой. Но однако вы не хотите мне дать того, о чем я вас прошу. Ну, хотите рубашку, я ее вам отдам. Нет, я не хочу от вас ни рубашки, ни куртки. Я вас хочу. Я к вашим услугам. Позовите двух свидетелей. Для чего нам нужны свидетели? Ну, чтобы они присутствовали. Присутствовали при чем? При нашей женитьбе. О, женитьбу так быстро. Вы что, надо мной издеваетесь? Нет, ну а украшений. Я их не хочу. Отвергаю драгоценности, вы их достойны больше, чем кто-либо. Вы милая девушка, жалко, что вы имеете такого негодяя отца. А что дурного вам сделал мой отец? Разными хитростями заманить в дом мужчины и поставить вас на краю погибели. Вам кажется, этого Он недостаточно? это сделал, потому что думал, что вы мой жених. Я вам говорю, это неправда. Но, разве вы не договаривались в письмах? Нет, сеньора, тут ни одного слова правды. Зная, что у меня есть деньжат, он на них прицелился. И пользуется вашей красотой для бесчестного извлечения выгоды. Сеньор Донат, если бы я не надеялась, что вы станете моим
обходительного отца. Где ж Беатрич? Да, не видя клад. О ней ничего не известно. Русский драматический театр. Аплодисменты, дорогие друзья. Сегодня особенный день. Наш зал сверкает и переливается от хорошего настроения, от ваших улыбок, дорогие друзья. И в этот особенный день, Вячеслав Николаевич, все ваши близкие, друзья и коллеги пришли разделить с вами минуты радости и волнения. Поздравления от Чувашского государственного театра «Кукол», сцены спектакля «Лопоухий Илюк». На сцене заслуженный артист Чувашской республики, художественный руководитель Чувашского государственного театра «Кукол» Юрий Михайлович Филиппов. Такшана камыр таша парнелеле полаттамар. Илюк, шабыл, мен шути. Шынуакта, и бир самба щитники. Агыбыл, сцена. Анжақты еп, сцена жінче, мен думалыне пілместеп. Анкура Илюк, ебі саны беше қылдандарадым. Едем сеп, сцена жет уғашты, сикелеш. Көздем сикелеш бұлсан, ақшап сем, пықсалар ағамнесем, мөнді баш. Пақсалар ағамнесем, пейді лайық сикелесің, тұрышса алы жұбаш. Ажай бірге сикелесіп қатпа. Юрат, ажа, анжақты есі пейді тұрышса сикеле. Он сұрамызым бір үйде алы жұпмаш. Теріс, маэстро, музыку. Ну!
праздничный вечер набирает свои обороты. Чувствуется оживление в зале, которое сверкает от ваших улыбок, дорогие друзья. А это значит, что настроение у всех на высоте. Поздравления от Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова. Вячеслав Николаевич, своим трудом, глубоким пониманием служебного и гражданского долга вы вносите большой вклад в решение сложных задач по сохранению и развитию культуры чувашского народа во всем ее многообразии, богатстве и самобытности. В этот праздничный день мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в вашей профессиональной деятельности на благо культуры не только Чувашской Республики, но и Российской Федерации. С юбилеем вас поздравляет заслуженный коллектив народного творчества, народный ансамбль танца «Сувар», балетмейстер Анатолий Музыкантов, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации.
Это были яркие годы творческой деятельности, премьеры, гастроли, незабываемые репетиции и творческий процесс. А сейчас на сцене ваша семья, ваш родной театр. Шешбүрлүк шиятелер Чуваш Маршалов Шамыксын театры. Нагашин. Пишет, как
команда шыннан эшлемелде, тар юқтарза эшлемелде. Шыннан дилея, шынақыланылы, елдақ эшрянжа. Чуваки шырықра, сила шырышески небеге, эшкески зыдырай, изин ладаган спектакль зыдырай. Николаевич, удачишки! Поторгашил!
Вячеслав Николаевич, мы вас приглашаем в зрительный зал. Театру юному зрителя аплодисменты, и мы вас тоже приглашаем. Заходите. И специально для вас звучит следующая песня. Да здравствует сцена! Окончен концерт, погасли огни, и куда мы в мире остались одни, и сладко и горько опять в душе, по домам разходиться уже. Глаза весной поднимается ввысь, мы снова выходим с поклоном на бис. Быть может, мы главный открыли секрет, ведь радости больше, наверное, нет. Да здравствует сцена, и счастье, и боль, и лампы огни, и любимая роль. Да здравствует сцена, и слезы, и свет, и праздник, который с любовью мы дарим сегодня для всех. По вечному кругу идут вновь и вновь, без стрелки часов вокруг идут, и снова на сцене и радости буря, пора по домам разходиться уже. Глаза на весной поднимается ввысь, мы снова выходим с поклоном на бис. Быть может, мы главный открыли секрет, ведь радости больше, наверное, нет. Да здравствует сцена, и счастье, и боль, и лампы огни, и любимая роль. Да здравствует сцена, и слезы, и свет, и праздник, который сегодня мы дарим с любовью для всех. Да здравствует сцена, и счастье, и боль, и лампы огни, и любимая роль. Да здравствует сцена, и слезы, и свет, и праздник, который с любовью мы дарим сегодня для всех. С любовью для всех. Аплодисменты. Уважаемый Вячеслав Николаевич, ваш успех – это ваша кропотливая работа. Это желание достичь цели любимыми силами. И мы пожелаем вам достигать и еще больших высот. Дорогой Вячеслав Николаевич, все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете с огромной любовью. С огромной любовью воспитываете своих учеников. С огромной любовью вы творите то, что происходит на сцене. И мы все желаем вам спокойствия, благополучия, мира вам и вашему дому. И вновь хотим вам прокричать: С днем рождения! Мы, конечно же, хотим вам предоставить слово. Аплодисменты! Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, уважаемые мастера.
я хочу сказать следующее. В жизни человека большую роль играют учителя. И хочу назвать 3 имени, которые перевернули мою жизнь. Это, во-первых, мой учитель по русскому языку и литературе, мой классный руководитель, заслуженный учитель Чувашской республики Роберт Геннадьевич Галимов. Дай Бог ему здоровья, давайте поаплодируем. Второй учитель – это Марк Анатольевич Захаров, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ледков». Спасибо ему, что он поверил в меня и в свое время, сами понимаете, что значит поступить в ГИТИС среди тысячи из всего Советского Союза, тогда почему-то этого чуваша выбрал. Спасибо ему. И, конечно же, я счастливый человек, что попал к выдающемуся режиссеру, реформатору, педагогу Анатолию Александровичу Васильеву. Спасибо ему. Дай Бог ему здоровья. Ну а всем мастерам, и молодым, и старшим, я желаю, чтобы такая же богатая творческая жизнь была. Да, тут ведущие озвучили около 30 ролей. Бытность актером я создал на сцене театра юного зрителя. Далее учеба и в качестве режиссера-постановщика, ну я где-то считал до 85, потом уже я счет потерял, около 100 постановок у меня. Дай Бог, чтобы каждому режиссеру столько постановок дал, в том числе и зарубежные драматурги, и наша русская классика, чувашская классика, современная драматургия. Но я, безусловно, хочу поблагодарить всех артистов, всех драматургов, писателей, которые здесь присутствуют, уважили меня, пришли сюда. Ну, я еще думаю, они еще свои слова скажут. Спасибо композиторам, особенно хочу сказать Николаю Деловичу Казакову, нашему выдающемуся композитору, с которым мы десятки спектаклей создали. Спасибо, Николай Делович. Спасибо всем. Спасибо Льву Пантелеймоновичу Куракову. В свое время он взял на преподавательскую работу в Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Ну, когда открыли наш прекрасный институт, пригласили заведовать кафедрой, и первый актерский курс, это, прошу прощения, это мой курс был. Вот среди них вот эти два прекрасных актера. Всем желаю здоровья, счастья, успехов. Любите жизнь, любите. Она прекрасна. Но учтите одно, она быстро проходит, пролетает. И особенно я к молодежи обращаюсь. И поэтому цените время, читайте, занимайтесь, учитесь и творите. Спасибо всем большое. С праздником. До свидания. До новых встреч.